Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, вассалату вассаламу аля Расулилlah, ама ба'д, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Поэма «Сквозь мглу 13 веков». Как он расчетлив, строг и чуток, как восхитительно за миг миров бескрайний промежуток пред ним, пред Господом возник. Как он и нам отмерил меру, вручив шайтану западню, как испытание за веру, как путь к решающему дню. А мы друг другу нетерпимы, в 15-й по хиджре век живем гордынею гонимой, хоть время ускоряет бег. Живем, как в хищных водах рыбой, забыв языческий наш быт, и тот, кто каменной глыбой убрал с дороги, позабыт. Сердца в ислам переодеты, но редко кто произносил о том, как бред столетий этих, когда и кто остановил. А в комментариях войнахов мелькает фраза ни при чем о том, кто нам дома Аллаха открыл невидимым ключом. Свое ли прошлое нередко бронят кичливостью они, но вспомним быт далеких предков и незавидные их дни. Поведать все, ваш слух лаская, мое не сдюжит мастерство, все б рассказать, не навлекая мне гнев Аллаха моего. Как долго были беспощадны судьба и время к ингушам, ведь смысл спасительной шахадой был чужд их душам и сердцам. Мы помним, как наш край скитался средь мглы из склеповых могил, как нам отчаянно пытался привить ислам имам Шамиль, как в край отцов неблагозвучный с китабом из священных сур до Шамиля с идеей лучшей к нам приходил и шейх Мансур, и как порешало рукотворным в средневековье дань богам, и в край языческий греховный вторгался грозный Тамерлан, как меч истории страницей чертил багряную строкой, не обратив и 5 землицей в ислам отторгнутый судьбой. Нет, не все здесь злу внимало, лаская склоны диких скал, звучало, все-таки звучало, пусть редко, но Аллах Акбар. А сколь устойчивые глыбы, как ширк, как бунт, как приговор, смердят и лживые молитвы к планетам привлекают взор. Не принимала многих предков в свою утробу и земля, и ширк разгуливал средь склепов, где разлагались их тела, и уводили нас от рая, и ложь надуманных богов, и жизнь, и смерть, все презирая, призывы грешные жрецов. Нам жаль, но время не услышит и не исправит грех веков. Как жаль, простит ли он Всевышний столь близких, столь родных отцов. Но все ж, толь за их редкую учтивость им гость дороже был, чем брат, за нрав ли, в коем справедливость, рассветом сменится закат. На край от истины сокрытой, как дар радушным их сердцам, с небес, сверкая таухидом, сойдет божественный ислам. Дойдут и ждать уже немного сквозь мглу 13 веков слова единственного Бога и усмирят его жрецов. Исчезнет гнусная бравада, вдохнув великие слова творения лучше Мухаммада Аллах не явит никогда. Но то впереди, пока лишь мифы в сердцах обманутых людей и их нелепые молитвы, лишь вздор несбыточных идей. Но вот обрыв и дно порока, как близко к бездне подошли, не в тот ли миг по воле Бога к нам вышел в путь Кунта Хаджи. Нам всем богатство бы полмира, уют средь замков и дворцов, а он, каким он нищим был безмерно, но какой был редкий богослов. Туда, где черные отряды, где войн свинцовые дожди, туда, где культовые взгляды, навстречу смерти б не идти. Он знал, как им приходится бороться за это место под луной, глоточек воздуха под солнцем средь вечных межусобных войн. Но там, где ширк, где в склепах трупы, там лихо не разбереди,
Но что так смело нес он хрупкий, туда, где с войском не пройти, туда, где среди звезд вечерних, где в полумраке с первых лет им пули напевали песни, ведь хуже колыбельной нет. Костры на башнях предвещали им их короткие 40, и часто души покидали свои тела до 40. Но как учтивы были люди, коль гость с добром ему покой, над ним и солнце луч остудит в полуденный палящий зной. Гостеприимный и отважный живут средь гор спокон веков, но и обидеть мог их каждый, задев языческих богов. И в этот мир, и в эту гушу, где и добро, и зло закон, он шел, казалось, без оружия, но как он был вооружен. Сердцам и душам изможденным, средь ширка стонущим от ран, он нес Мухаммаду внушенный, Творцом неспосланный ислам. Нес как спасение в круговерть их, в край исчезающих людей, где лучше войн, где лучше смерти, спокон не ведали идей. А с ним, и здесь понять несложно, он для грядущих мусульман нес сунну, нес единобожие и свой неслыханный ихсан. Ни нрав надменности, ни злости в сердца устазов не проник, он с горсткой шел, один без войска, но шел озлобленный на ширк. Но кто сегодня добровольно придет к воинственным жрецам с одной лишь целью благородной замолвить слово за ислам? Никто, а он один без страха шагнул через запрет веков, один, но с помощью Аллаха прогнал мифических богов. Он знал, война любая непутева, в ней смерть для инобытия, нельзя божественное слово нести на кончике копья. И эта мудрость победила их нравы ширком без конца, и эта мудрость убедила принять религию Творца. Аскет, он добровольно в рабство ушел осознанно к нему, Аллах. Вот все его богатство, вся жизнь одному ему. Где б нам такого богослова, гиганта духа, где б найти, элиту нравственных героев не часто встретить на пути. Как близко жил, но как он долго к нам шел сквозь груды тех веков, чтобы религией пророка изгнать надуманных богов. Не льется кровь, не слышно сабель, что здесь звенели без конца, но вмиг один весь край ослаблен, слезятся храбрые сердца. Но что сказал он этим людям, какие произнес слова, сегодня догадаться трудно и нам, тех предков, сыновьям. Но расщеплялись истуканы, и быть другого не могло, где даже скалы великаны вдыхали проповедь его. Вершины горные светились, но не от башенных костров. Не в тот ли день мы выходили, все как один, из тьмы веков, где все вокруг преобразилось, Творца единого хваля, не только люди, прослезилась сама ингушская земля. В жрецах, не ведавшим стыдобы, рабам Творца внушая зло, и в них от слов его особых вспотели души и нутро. Среди них и были единицы, за ересь приняли ислам, но время шло, и их десницы листали благостно Коран. И ширк в агонии предсмертной искал заблудшие сердца, зачем, когда над его бездной звучали аяты Творца. Что это было, о Всевышний? Прости за каверзный вопрос людей с пытливостью излишней. Бедат ли, истину ли донес? Творец, неведом ли творением, внушаешь праведным рабам порой такое вдохновение подстать бесчисленным войскам. Ведь знают всемогущий, ты только произнес бы кун, весь люд, живущий и грядущий, навеки прекратил бы бунт. Бунт перед судным властелином, в чьей власти судьбы всех рабов, бунт пред тобой, Творцом единым, бунт перед Господом миров.
Ну а пытливость со сноровкой, но если все же был святым, так почему ж добычей легкой он стал и узником тюрьмы? Но ведь не упали небосводы, с собою землю придавив, пророков мучили народы, падут ли овлия пленив? А нам, как же нам не имется забыть столь нужные слова? Зло с добротой не расстается, оно следит за ней всегда. Оно и их сопровождает с тех незапамятных времен. Зачем? О том лишь мудрость знает того, кем мир был сотворен. Хвала тебе за свет и воды, за равенство земли и гор, небес узорчатые своды, Творец, что держишь без опор. Нет слов, я их за высшую награду найти Всевышний не смогу. За нур пророка Мухаммада мы вечно пред тобой в долгу. За сладкий трепет пробуждения, тепла в застуженных сердцах, душ, одичавших усмирения. Хвала, хвала тебе, Аллах, за всех сподвижников пророка, за их иман, за их ихсан, за веру, умму, за дорогу, что даровал для мусульман, за все, что было, все, что будет, за жизнь, за смерть, за судный час, за глаз, что ангел твой протрубит, Творец. Хвала тебе сейчас. Хвала тебе за край ингушский, столь малый с твоего арши, тобой замеченный, могучий, сквозь нашего кунта хаджи. Нет, нет, не все здесь злу внимало. Среди этих диких, грозных скал, пусть редко, все-таки звучало, пусть тихо, но Аллах Акбар. Но край язычеством обглодан, лежал закованный в харам, а он в сердце целого народа вложил божественный ислам. Зажег, когда стервятниками рьяно лжебоги мучили людей, он вырвал нас из рук шайтана, всех из языческих когтей. Понять религию несложно, она вот в этих двух строках. Аллах, Аллах, единственный помощник и на земле, и в небесах. Нет сунны лучше, кроме сунны, той, что пророк нам оставлял. Нет уммы лучше, кроме уммы, которой ширк не приставал. И я не кланяюсь устазам, не дай Всевышний согрешить, пытаясь искренним рассказом заслуги их не позабыть. Ведь в комментариях войнахов мелькает фраза «ни при чем» о том, кто нас на путь Аллаха привел ни войском, ни мечом. О том, кто снял с сердец осаду, об этом добром валия, что путь пророка Мухаммада нам проложил через себя. В войнах, подобно конокраду, коней задорно не хлещи, слова спасительной шахады в те дни не сами нас нашли. Из школ и высших учреждений мы помним всех учителей, того ж, кто вел из заблуждения, пытаясь позабыть скорей. Не в том ли счастье и отрада он в сердце каждого вложил творение лучше Мухаммада Аллах не явит, не явил. Легко, теперь уже легко идти по колее столь мягкой не в плен, не в ссылку, а в кино за массой вожделенных лайков. Но истинно не бред изустный, ни миф, ни вымысел, ни сказ. С чем жил в веках наш край ингушский, что исповедует сейчас? Наши языческие корни пронзили глубину веков. Не тронь и ногтем не поддерни, иначе не сносить голов. Из уст его китаб и сунна лились не ложь и не беда, сквозь камни просочилась умма, как родниковая вода. Так мог ли он, сложивших мифы, планетам идолу слепцу, всех в коллективные молитвы собрать неведомо Творцу? Одну скалу не сдвинуть с места, неодобряемо Творцом, так с кем же? Толпы разноверцев повел он праведным путем. Рискнул, но все же пробуждение донес сквозь груды тех веков. Легко ли вести из заблуждения? Легко ли усмирить жрецов? В войнах
Не сделать и шажочку слепому днем средь фонарей, как ты признал бы в одиночку ислам религией своей. В веках подобного убранства не ведал ущемленный край, ведь он принес нам мусульманство, нам каждому путевку в рай. Но в комментариях войнахов мелькает фраза ни при чем о том, кто оживил нас страхом пред неизбежным судным днем. Аллах столь милостив с рабами, но те, кому неведом страх, воюйте смело с авлиями, а бой будет принимать Аллах. В войнах не это ли откровение нам отвечает на вопрос, что в душе вполз, как червь, сомнения, бедат ли, истину ли донес. Ведь он сказал в цепях чугунных, когда его вели пленя, все то, что не китаб и сунна, об стенку, все не от меня. На все вопросы есть ответы, вопросов безответных нет. Кем были б мы без тех аскетов? Кем сделал нас и наш аскет? Но кто чудо делает возможным, помог ему унять жрецов и усмирить наш быт столь сложный и выводить из тьмы веков. И кто вселил столь осторожно в сердца ингушских предков страх? Аллах, Аллах, единственный помощник и на земле, и в небесах. Кто без божественной подмоги придет к воинственным жрецам в край, где языческие боги так святы душам и сердцам? И был ли сам он малодушен, кто подвиг повторил бы тот, сквозь дерзость пуль, клинков и ружей из мрака вывел бы народ? Столетий пролетело много, как был провозглашен ислам, слова единственного Бога, как были чужды ингушам. Так как забыть, как нам врывались Тимур, Мансур, имам Шамиль, за что на глыбы натыкались той тьмы воинствующих сил? Как здесь однажды век от века местами вспыхивал иман, но редко встретить человека, чьим Богом был не истукан. И кто призывы истинного Бога сквозь мглу 13 веков, сквозь ярость явного порока донес без пуль и без клинков. Когда нас не было на свете, нас и не думали рожать, в подпольях собирал мечети столь ненавистный нам бедат. А как прожорлива дорога съедала мертвые тела, так позабыли ли там мы Бога? Сибирь бедатом ли была? Никнеймы, ники, псевдонимы в 15-й по хиджре век, и мы друг другу нетерпимы, и время ускоряет бег. И душ замки обледенели, ключи уже не подобрать, их льдом затянутые двери порог надменности хранят. Взлетают словно самолеты деяния добра и зла, но возвращаться с тех полетов на землю видно не судьба. И если перевесить чаша, которая и примет зло, спасет ли нас гордыня наша? Считать ли нам, что повезло? Но комментариев армада, соцсеть, как мутная река, в ней делит уму Мухаммада пред Богом дерзкая рука. Пусть весь мой край, пусть каждый житель дерзнет противиться ему, Всевышний, райскую обитель даруй устазу моему. Ведь он в сердцах отцов браваду сменил на мудрые слова творения лучше Мухаммада. Аллах не явит никогда. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.